Биография и личная жизнь Рахимджон Бабаджонов по прозвищу Рахими Гарми, карьера и успех бизнесмена. А Рахимджон Бабаджонов широкая общественность узнала после того, как его и еще нескольких крупных предпринимателей-таджиков выдворили с села территории России. Почти без причины или по надуманной причине бизнесменов лишили гражданства. Чтобы понять, на что способен Рахимджон Бабаджонов, надо узнать некоторые факты об отце бизнесмена. Отца зовут Мухиб Бабаджонов. Проживает пожилой мужчина в Ражском районе страны. Для своего региона Мухиб сделал много добра, он известный меценат. Было время, когда Аксакал стоял во главе совхоза «Сарбок». Чуть позже, когда совхозы были упразднены, организовал предприятие «Исфандиер». Рахимджон Бабаджонов, сын этого знаменитого человека Мухиба Бабаджонова, также оказывает посильную помощь нуждающимся в Таджикистане и в других странах СНГ. Мухиб Бабаджонов и сейчас не оставляет благотворительную деятельность. Правда, уже использует средства сыновей, которые успешно занимаются бизнесом в России и других странах мира. На их деньги выложил асфальт по трассе Новобад-Гарм. Планирует асфальтировать кусок трассы Душанбе-Ляхш, отремонтировать дороги Ражского района. В 2019 году Мухиб Бабаджонов был награжден орденом за достойные заслуги. Рахимджона Бабаджонова больше знают как Рахима из Гармы. О первых шагах на чужбине Рахим рассказывал во время интервью. На заработки в Российскую Федерацию житель Таджикистана приехал, как многие соотечественники, без денег, без связей. Только руки, не боящиеся работы, и светлая голова. В первое время не было денег даже на еду. Пришлось испытать и холод, и лишения. Через это проходят все выходцы из стран Средней Азии. К 2008 году Рахим поднялся, начал зарабатывать деньги, но вскоре обанкротился. Пришлось начинать бизнес по новой. Присутствие духа мужчина не терял, стал работать еще больше. Из ранних воспоминаний предпринимателя можно понять, насколько было сложно создавать бизнес на новом месте. Например, был случай, когда тот рынок, где Рахимджон работал, решили снести, дабы построить на этом месте торговый центр. Нахлынуло чувство безысходности. Однако вскоре он понял, что этим делу не помочь. Опять собрал силы и принялся за работу. Он начал бизнес с продажи обуви, за несколько лет поднялся так, что купил этот торговый центр. У него обувные точки в России называются «Планета обуви» и несколько торговых центров по всей России. Он посодействовал открытию ресторана Бурака Аздемира в Душанбе. По фото и видео в страничке Бурака видно, что они хорошо дружат. Говорят, каждый раз, когда Бурак приезжает в Таджикистан, обязательно ездит домой к Рахиме Гарме. У него несколько квартир и домов в России и Душанбе. Единственный бизнесмен в Таджикистане, у которого самые роскошные автомобили. Он только о себе не думает. Абдурахим Бабаджонов подарил 20 квартир особо нуждающимся жителям Таджикистана. Вручение проходило в торжественной обстановке в ресторане Бурака, и это событие, по словам мецената, было приурочено ко Дню национального единства. В интервью блогеру Абдурахим Бабаджонов сообщил, что благотворительность для него очень важная часть жизни. Люди, которые не имеют своего жилья, оторваны от мира этой проблемой, у них пустой и уставший взгляд. Я сам когда-то испытывал проблемы с жильем, жил вдали от родины, снимал квартиру, поэтому понимаю, какая это большая проблема, отметил он. Также бизнесмен в прошлом году подарил новый автомобиль таджикскому спортсмену Нурула Алиеву после его успешного выступления на турнире Eagle FC. Предприниматель Рахимджон Бабаджонов организовал благотворительную помощь землякам. Есть видеоматериал, где богатый житель Таджикистана раздавал трудовым мигрантам из своей родины деньги. Сумма помощи составила порядка 3 миллионов рублей.
Каждому мигранту пришлось по 5000 рублей. Всего охватил 600 человек-земляков. Помимо этого, мужчина регулярно помогает подопечным детских домов, участвует в социальных проектах. Например, помогает строить дороги, мосты. Особенно не оставляет без внимания малую родину, Ражский район на востоке страны. Летом 2021 года Рахимджона Бабаджонова лишили российского гражданства. С тех пор предприниматель вынужден жить в Турции. Причиной экстрадиции бизнесмена из России считаются проделки конкурентов. Уважаемые братья и сестры, если вам не трудно, поставьте лайк и оставьте комментарий к этому видео. Мы хотим узнать, как вам такой формат контента на нашем канале Факт TJ. Спасибо за внимание и до следующего ролика.